праздник нам приходит. Сегодня день телевидения. Мы, конечно же, ждем от всех поздравлений. Но и сами решили не оставаться в стороне и сделать нам всем подарок. Свежий выпуск Вувна. Свежее только победитель универвидения. Кстати, о нем тоже сегодня пойдет речь. Ну а пока с вами Злата Курашова, и мы начинаем видеонаблюдение. Не откладываем и о самом масштабном событии в СГУ на этой неделе. 4 дня в Сыктывкаре пели все. О том, как в этом году прошло универвидение, расскажет Юлия Шашева. Долгожданный день универвидения 2018 наконец-то настал. Участники уже на сцене, и через несколько часов мы узнаем, кто же из 14 финалистов станет лучшим голосом студенчества России. В этот раз на конкурс приехали участники из 30 регионов России. Это на 12 больше, чем в прошлом году. С первого дня удивляли и радовали экспертов 36 вокалистов. Это первый год, когда столько участников, когда, что отрадно для нас, очень много ансамблей. И что, просто супер, я считаю, это фирма, 3 авторских песни. То есть это огромный процент уже авторского творчества молодежи, и более того, аранжировки многие из них сделали сами. В этом году вокальный проект провел в Сыктывкаре меньше времени. Вместо 2 дней на подготовку номеров гала-концерта у наставников был всего 1. Но в этом году приятно было то, что сами ребята были очень сильные. И они на ходу все схватывали. Приятно было видеть, как рождаются номера прямо на наших глазах. Я даже в шоке, что мы меньше устали по сравнению с теми годами. Жюри на универвидении, как всегда, звездное. Педагог по вокалу Владимир Коробко, певец Влад Соколовский, победительница новой фабрики звезд Гузель Хасанова и солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Он приехал в Сыктывкар уже во 2-й раз. Также сюрпризом стал ведущий гала-концерта, самый музыкальный актер команды КВН сборной Камызякского края. Очень мощные голоса, я даже сидел и не понимал, они все такие талантливые, они все такие голосистые. И правда трудно определить, поэтому я даже не понимал, почему полуфиналисты не прошли финал, потому что они вообще не слабее, вот ни разу. Но так получилось. Победила в универвидении студентка из Пермского края. Александра Милошенко выступила со своей авторской песней. На конкурсе Саша во 2-й раз. В прошлом году она дошла до финала, в этом стала лучшим голосом студенчества. Хотя поначалу все складывалось не очень. У меня 2-й год подряд происходят какие-то непонятные вещи со мной. В этом году у меня не приехал чемодан. И он приехал только на 2-й день, и сложность моя была в том, чтобы исполнить 2 произведения во 2-й день. Но на самом деле я рада, что так случилось. Видимо, так и должно было быть. Юлия Шашева, Александр Кочкин специально для Вувна. Недавно прошел Международный день студента. Праздник в основном никем не отмечаемый. Но все-таки есть студенты СГУ, которые провели его на международном уровне. Речь, конечно, о тех, кто уехал за границу по обмену. И сейчас с нами на связи из Венгрии аспирантка Ксения Таубина. В этом году на полгода по программе «Стипендиум Хунгарикум» я приехала в Венгрию, в город Печь, обучаться по PhD-программе Regional Development на факультете бизнеса и экономики Старинного университета города Печь. Это общежитие университета Печи, называется оно Санта Коллегиум. Размещение очень хорошее, так выглядит район, горы Мечик. Это центр города Печь, площадь Сечени. Печь считается культурной столицей Венгрии, находится на самом юге Венгрии, в округе Барания. Сегодня первый день, такой прохладный, так до этого светило солнышко, и было примерно плюс 20, это в ноябре. Надписи все на венгерском языке. Вы знаете, венгерский он принадлежит к той же группе языков, как и коми-язык, но совершенно ничего не понятно, что же написано. Например, «Üzletхас» — это просто магазин. Здесь есть возможность изучить и венгерский язык, и культуру не только в Венгрии, но и разных стран, поскольку студенты сюда приезжают со всех концов света. Помог Ксении с учебой в Венгрии международный отдел СГУ. Чтобы участвовать в программе академической мобильности, необходимо знать английский не ниже уровня B2. Это говорю и понимаю.
Популярной среди студентов стала программа «Стипендиум Хунгарикум», которая поддерживается фондом «Темпус». У нас ездит примерно на 50-80% больше по этой программе. И в этом году у нас впервые по программе уехали те, кто закончил наш университет уже в магистратуру. Мы не занимаемся, так скажем, туризмом образовательным. Это не наш профиль. Наш профиль – помочь студентам поехать, повысить свои знания, повысить качество своего языка и определиться с будущей профессией. В понедельник прошла первая в этом сезоне интеллектуальная игра «Что, где, когда». Тут, кстати, тоже можно проследить телевизионные корни. По традиции все прошло в Институте гуманитарных наук. Зачем нужно играть в ЧГК и какие команды участвовали, смотрите в нашем сюжете. За звание самых умных борются 5 команд. Сегодня играют только первокурсники, но скоро придут игры и для студентов других курсов. В этот раз сыграли 4 группы из ИГН и 1 команда из ИТНИТа. Наша команда называется «Текила», и мы подумали, что надо что-то оригинальное сделать. И вот мы решили, что мы «Текила», потому что мы опьянены любовью к учебе. В чем была сложность собрать команду? Сложность была в том, что не все проявляли инициативу, то есть кого-то пришлось попросить, кто-то сам вызвался. Вопросы для игры берутся из доступной в интернете тренировочной базы, но для первокурсников их все-таки немного упрощают. Зачем играть? На самом деле это весело. Это уж игроков «Что, где, когда» есть даже свой внутренний мем, что игры проходят веселее, чем тренировки у КВНщиков. Это во-первых. Во-вторых, это действительно помогает развивать нейронные связи и, может быть, не делает умнее, но помогает быстрее соображать. Победила команда журналистов «Папа Барута». Они ответили правильно на 13 вопросов игры. «Папа Барута» и «Текила», занявшие 2 место, сыграют в полуфинале со старшими курсами. Я достаточно опытный ЧГК-кер, а ребята согласились мне помочь, мы собрали команду, и я думаю, что мы постараемся сделать все, что в наших силах, потому что они реально умные, и мы что-нибудь попытаемся сделать. Злата Курашова, Александр Кочкин, специально для Вувна. Сегодня в Казани начался всероссийский конкурс «Студент года». Республику Коми представляют в этом году 4 студента. 2 из них учатся в Сыктывкарском университете. Анна Манджу борется за звание лучшей старосты. В заочный этап ее вывели достижения на посту лидера группы. В очный этап Анна попала благодаря видеоролику о себе. Я прошла, мы очень быстро снимали и монтировали этот видеоролик, буквально за выходные мы его создали. Аня очень хорошая староста, правда, она очень ответственный человек, вообще, то есть она даже когда уезжает на какие-то слеты, она все равно активно через ВКонтакте поддерживает связь с группой, то есть там какие-то вопросы решает параллельно, если там нам что-то нужна какая-то помощь, пишет расписание. В номинации «Творческая личность» мы будем болеть за Евгению Портнову. Женя – вокалист и неоднократный призер музыкальных конкурсов. Меня ждет 4 испытания. Это самопрезентация, рецензия, интервью и импровизация. Самое тяжелое для меня, я считаю, будет импровизация, потому что нам будет даваться всего 8 часов, и надо придумать какой-то творческий номер. А это, как вы понимаете, это не очень легко. А закончим мы сегодня медийным самоубийством. Мы спросим у студентов СГУ, что такое ВУВН. Аббревиатура новая, понятное дело, не все могут знать. Но теплится в наших сердечках надежда на всеобщую любовь и добрую славу. Сейчас все и узнаем. Как ты думаешь, что такое ВУВН? Ой, это что-то связанное с камерой. Не знаю, может, с женщинами, может, музыкальный инструмент какой-то. Что-то связано со студенческим телевидением, мне подсказывает. Похоже на название животного какого-нибудь. Но смотрите, студенческое телевидение, в принципе, ничем не занимается. Они занимаются не деятельностью, а имитацией деятельности. То есть, это бесполезные люди, как чиновники, студенты. Я, если честно, не слышала о таком. ВУВН связан с этим, русскими студентами-бездельниками. Я бы, ладно, не будем говорить, чтобы я сделал с университетом. ВУВН? Понятия не имею. А смотришь выпуски учебного телевидения СГУ? Нет, я заочник. Без понятия. Как это? Ты что, не смотришь учебное телевидение СГУ? Смотрю, но, наверное, до вашего ВУВН еще не дошел. Вовы? ВУВН. Не знаю. Как думаешь, как расшифровывается? Понятия не имею. А смотришь выпуски учебного телевидения СГУ? Иногда. Универвидение какое-нибудь там. Боюсь, вы меня точно не включите. Так, всероссийское. ВУВН.
Я понятия не имею. Что такое ВВН? Всероссийское универвидение, что ли? Что такое, не? О, Господи. Впервые слышу. Это что-то с учебным телевидением. Я видела, там что-то такое было. А как можешь расшифровать? Это аббревиатура. Вузовский, Уродский, Выльгарский. Что-то там. Великий Ульяновск великого антисоциального народа. Всероссийская, не знаю, университетская, волонтерская. В университете ведется наблюдение? Какое? Видеонаблюдение. В университете ведется видеонаблюдение. В университете ведется видеонаблюдение. А откуда ты знаешь? Из группы ВК. Смотришь наши выпуски? Смотрела один. Ты, значит, про них все знаешь, наблюдаешь, а они про тебя ни слом, ни духом. Ни сном, ни духом. Ладно, мы вам еще покажем. Новости, разумеется. До скорой встречи на следующей неделе.